1839 году, 6 июля, в погосте Кибра в семье местного диакона Алексея Петровича Куратова и его жены Екатерины Ивановны родился 9-й ребенок – сын. Крестили мальчика в местной церкви и нарекли Иваном. Думали ли тогда родители маленького Вани, что их сыну уготовано особое место в истории? Вряд ли. По законам того времени сын священника должен был тоже стать церковнослужителем. В 8 лет Иван Куратов поступил в духовно-приходское училище Усть-Сысольска, а затем окончил Яринское духовное училище. В 1854 году уехал в Вологодскую семинарию. После его окончания в 1961 году он вернулся в Усть-Сысольск и устроился на должность учителя в духовно-приходское училище. В свободное время Иван Куратов занимался творчеством. Как бы сегодня сказали, он писал в стол. Его произведения не публиковались. Но, тем не менее, писал он о народе и для народа. Через отдельные судьбы разных героев он нарисовал быт и нравы зырян. Человеческую жизнь с драматическим сюжетом. Начало ее молодость, а итог – старость. Феоктиста Забоева вспоминает, как однажды в их семью пришел Иван Алексеевич Куратов с вопросом, не сохранились ли тетради Клочкова. И он брал на какое-то время его тетради, а затем написал очень критическую статью о первых коми-поэтах, где он пишет, что эти стихотворения не могут считаться поэзией как таковой. Знал ли он, что он самый первый поэт? Он всю жизнь это ощущал, что он ощущает свое одиночество в стане коми-поэта. Он написал целую статью по поводу поэтов зырянских. Он о них мнение очень невысокого. Он считает, что из всех поэтов, которых он прочитал, только Гугов пишет приличную поэзию. При жизни Ивану Куратову удалось опубликовать всего 2 лингвистические работы. В Вологодских губернских ведомостях в 1864 году вышла его статья. Это была рецензия на грамматику Флерова. А в 865-м Куратов публикует цикл статей «Зырянский язык» о грамматике коми-языка. Ну а остальные его работы можно было увидеть уже в советское время. К столетию Ивана Куратова вышла книга «Иван Куратов». Второй том этой книги как раз посвящен лингвистическим работам основоположника коми-литературы. В середине XIX века уже существовало 2 грамматики зырянского языка – Флерова и Саваитова. Но ни та, ни другая, оказалось, Куратову не соответствовали строю коми-языка. Он начал искать истоки вот этой своей грамматической идеи. И нашел, что коми-язык вообще по структуре по своей схожи не с европейскими языками, а с китайским. Он приводит там примеры разные, что вот слова в коми-языке там состоят всегда из 2-3 слов, отдельных слов. Так вот, чтобы обосновать вот эту свою китайскую теорию, он изучает самостоятельно китайский язык и вообще выдвигает теорию прародины зырян, вообще финно-угров, где-то на границе с Китаем, где-то на Амуре. Но это уже другая история немного. Но тем не менее, она говорит о том, как Куратов относился к языку коми, как он хотел выделить его, как он видел его особенность. У него есть такое очень саркастическое произведение, называется «Суд над коми-языком». И подсудимым здесь является никто иной, как коми-язык. А судят его образованные профессора, европейцы, за то, что коми-язык не укладывается в схему европейских языков. До нас дошли отрывки его лингвистических и критических статей. Утеряны и многие стихотворения. Но даже по имеющимся материалам можно сделать выводы. Область интересов Куратова-языковеда была огромной. Город пошлый, город грязный, заместил твои концы сброд какой-то безобразный, подлецы все да глупцы. Из гряди без сквернословия ног не вынешь, 5 домов, храм один и все сословия ходят в 20 кабаков. Это стихотворение Куратов написал в 865 году. Незадолго до своего отъезда из Усть-Сысольска. Мягко говоря, нелицеприятным предстает город в этом произведении. Но что заставило Куратова написать такие строки? Вспышка гнева, презрение, неудовлетворенность собственной жизнью. Что творилось в душе у молодого поэта? Известно, что Куратова вызывали в полицию за буйные поступки. Но что стало причиной таким всплескам эмоций?
Жизнь в Усть-Сысольске у Ивана Куратова была насыщенной. Учительство, чтение, друзья, творчество. Но, наверное, хотелось большего. У него точно не сложились отношения в школе. Известно, что Ванифатий Кокшаров, который курировал эту школу, протоиерей городского собора, на него написал докладную записку неудовлетворяющую. Наверняка его не удовлетворяла работа в этой школе. Жалование низкое. Куратов практически был здесь один, у него не было семьи. Он свои, я бы сказал так, здоровые, нормальные амбиции переносил на тот город, который не давал им развиться. Скорее всего, он понимал, что эта работа в этой неинтересной, нудной школе – это тот предел, который он может получить в Усть-Сысольске. Для выпускника духовной семинарии выбор занятий был ограничен. Учитель, священник либо чиновник. Но это не привлекало Ивана Куратова. У него 2 стихотворения есть на русском языке. Это «Усть-Сысольск» и «Прощание». Ему было нелегко уезжать, все-таки оставлять родину свою. Поэтому сначала очень резко пишет, а потом уже в следующем стихотворении он говорит: «Еще недавно я бранил родной свой город, говорил, когда же вынесете черти мне до нежеланной смерти, но обошлось без чертей. Приказ дан выехать скорее». В 864 году Иван Куратов принимает решение поменять свою судьбу в корне. Он подает прошение в Вологодскую духовную семинарию и епархию освободить его от должности учителя. Епархия его просьбу удовлетворяет. Иван Куратов собирает документы и отправляет в штаб Казанского военного округа и долго ждет ответа. Наконец, в июле 1965 года приходит приказ о назначении Куратова на службу в Казанский военный округ. Едва дождавшись осени, первых заморозков, когда уже окрепнут дороги, Иван Куратов покидает Усть-Сысольск. В октябре 1965-го Иван Куратов прибыл в Казань и отправился в самый центр города, в Казанский Кремль. Тут училище военного ведомства, где готовят военных чиновников на должность аудитора. Аудитор – должностное лицо в военных судах. Это и следователь, и судья, и прокурор. Область для Ивана Куратова абсолютно новая. И за учебу он берется со всей ответственностью. Из училища военного ведомства из Кремля. Куда было молодым людям? Библиотека рядом. Дальше еще был у нас тут университет, он уже тоже тогда был. Университет был добр к молодежи. У него были дни, когда можно было всем приходить, и студентам, и гимназистам. И я думаю, что Иван Алексеевич не упустил возможности побывать там. Казань – один из красивейших городов России с населением более 1 миллиона человек. Сегодня ее называют третьей столицей России. В середине XIX века Казань также была образовательным центром, местом слияния западной и восточной культур, воротами в Азию. Казань была университетским городом. Он познакомился там с учеными, пытался наладить диалог с теми людьми, которые изучали народы России. Изучали уже народы Поволжья, Приуралья. Это был единственный университет, где была такая кафедра. То, что Куратов оказался в Казани, конечно, не случайно. В Казани Иван Куратов провел всего 1 год. Но какой? Новые знакомства, новые знания, новая культура. Здесь активно переводили литературу на татарский язык, печатались книги. Библия, Коран, азбука на татарском языке. Здесь Иван Куратов воочию убедился – на инородческих языках с одинаковым успехом можно печатать книги, учить детей, читать и писать. Здесь написано в его программное стихотворение «Моя муза». «Мена муза, абу вуза». Он оценивал и себя как поэта, оценивал свою музу, дар свой. Он здесь возмужал и как поэт, и как гражданин. В 1866 году во время учебы Куратова в Казани его друг Кичин опубликует в Вологодских губернских ведомостях 5 стихотворений. Это единственные стихи Ивана Куратова, опубликованные при жизни, но вышли они как зырянские песни и были подписаны просто буквой «К». В казанский период Иван Куратов написал немало.
сатирических, философских и, конечно же, лирических стихотворений. В них он будет вести диалог с любимой Сандрой. Девушку вскоре выдадут замуж за священника, и они уже никогда не увидятся. Осенью 1966 года учеба в школе полковых аудиторов закончилась. Иван Куратов выбирает службу на Востоке. Туда, откуда, по его мнению, когда-то пришли коми. Современный город Алма-Ата – это город с населением около 2 миллионов человек. Город большой, но относительно молодой. Начало Алма-Ате было положено в середине XIX века. В 1854 году российские власти решили построить здесь укрепление Верный. Укрепление очень быстро росло. Сюда стали прибывать переселенцы. И уже в 1867 году его переименовали город. Верный стал центром вновь созданной Семиреченской области. Военным губернатором Семиреченской области был назначен Герасим Колпаковский. Он создает надежную команду, в которую попадает и подающий большие надежды Иван Куратов. Я думаю, Куратов доказался вот здесь, в городе Верном, не без помощи Колпаковского. Потому что Колпаковский, он собирал хороших людей, умных людей собирал. У нас были прекрасные архитекторы, прекрасные чиновники. Хотя это были, естественно, дети своего времени, то они выполняли все указания царской администрации. Но, несмотря на это, они очень доброжелательно относились к казахскому населению. И казахское население, в свою очередь, тоже отдавало дань уважения русским. После небольшого деревянного Усть-Сысольска Иван Куратов, можно сказать, приехал в большой каменный город. Верный начали строить всего каких-то 13 лет назад, но уже тогда его население было в раза 3 больше, чем в Усть-Сысольске. Да и строили здесь каменные 2-, 3, а то и 4-этажные дома. С правильными прямыми улицами город строили по четкому плану. Население в основном военные казаки. Возле крепостных стен стали селиться казаки. Их поселение получило название «Малая казачья станица». Рядом с малой станицей селились сибирские татары. И вот эта историческая часть города, она тоже существует до сих пор. Это татарская слободка. А на большом берегу Малой Алматинки возникла большая казачья станица. Несмотря на неравное соотношение населения Верного на 100 мужчин, 43 женщины, с женщинами не особо-то считались, даже при судебных разбирательствах. Вот с такой несправедливостью пришлось столкнуться Ивану Куратову в расследовании первого же дела. Правда, сама история произошла еще до приезда Ивана Куратова в Верный, летом 1967 года, когда 23-летнюю казачку Афимию Крюкову обвинили в безнравственном поведении и в разврате. В то время Афимия была замужем за 44-летним Дмитрием Крюковым. Однако муж вместо того, чтобы защитить свою жену, заявил, что его жена действительно развратного поведения, и попросил ее наказать. Суд признал Афимию виновной, и дело вроде бы уже и закрыли. Однако оно попало в штаб войск Семиреченской области Ивану Куратову. Молодой аудитор решил, что суд вынес несправедливый приговор и начал новое расследование. Иван Куратов заново допрашивает свидетелей и пишет рапорт. В результате казачку полностью оправдывают. В первом же деле Куратов показал себя грамотным юристом. Должности были разные. Он начинал аудитором при 10-м линейном батальоне, где служил когда-то Достоевский. Он был судьей Вернинского участка 2-го, прокурором, а потом младший чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Семиречья. Всегда говорят, что он же был младшим чиновником, значит, он занимал маленькую должность. Да не занимал он маленькую должность, потому что старший чиновник, он уже был полковником. Он бы и стал и старшим, если бы не умер. Он был награжден 2 орденами все-таки, Владимира и Анны. И эти ордена давали ему возможность получить дворянство. Карьера пошла в гору, да и жалование у Куратова в Верном было приличное. Если сравнить, в Усть-Сысольске на должности учителя он получал 100 рублей в год. Здесь же 1350. Разница существенная.
Но, тем не менее, и в Верном он не построил дом. Мало того, часто нуждался в деньгах и брал в долг. Все эти деньги он отсылал своим родственникам в Хомикрай. Брату Афанасию, который заболел тогда тяжело, его сыновьям. Николай учился в Петербурге в это время. Вот так он ими распоряжался, а для себя у него ничего не оставалось. Ивану Куратову приходилось быть и следователем, и судьей, и прокурором. В месяц по несколько дел. Кражи, побои, превышение должностных полномочий, растрата казенного имущества и многое другое. Частые выезды в аулы и города. Жизнь аудитора была расписана по минутам. Все вот эти чиновники, которые были в Семиреченском правлении, они все были загружены. И то, что Куратов выполнял там несколько функций, это вполне понятно. И, конечно, выезжают на решение вот этих спорных проблем, известные юристы. Они без переводчиков не ездили. Я думаю, что Куратов, возможно, и знал казахский язык. Вся судебная система после прихода русской администрации была оставлена без изменений. Чиновники не знали местных языков, а значит, проверять постановления здешних судов не могли. Переводчиками как раз были татары, понимавшие родственные тюркские языки. И от их перевода зависел исход дела. Иван Куратов немножко знал татарский. Он начал изучать его еще в Казани. Учить казахский, или как тогда называли киргизский, это в первую очередь была производственная необходимость. Работая уже в Средней Азии, он получил такое задание разобраться с делом, начатым еще до него. Необходима ли школа для киргизских детей, для киргизских мальчиков? Было такое мнение, что поскольку не существует киргизской письменности, а татарская действительно есть, то было принято такое решение учить в киргизской школе на татарском языке, по татарским книгам. И наш Куратов пишет, что нет, все-таки нужно открывать, как бы это ни было сложно, киргизскую школу. И школа такая была открыта. Небольшая улица на окраине Алматы. Здесь стоят в основном старые одноэтажные дома. А вот во второй половине XIX века это был почти центр города Верный, большая станица. Именно здесь жил Иван Алексеевич Куратов в доме казака Степана Чукреева и его жены Надежды. У Ивана Куратова осталось две прижизненные фотографии. Первая была сделана после приезда в Верный. Здесь ему 27 лет. Он хорош собой, молод и полон сил. Таким он переступил порог дома Чукреевых. Хозяин дома – мужчина в возрасте. А вот жена моложе его на 30 лет. Появление стройного офицера в их доме не могло не заинтересовать молодую казачку. Между Куратовым и Надеждой вспыхнуло чувство. Тайный роман вылился в трагедию. Надежда забеременела и сбежала от мужа. Чукреев подал на жену и Куратова жалобу, обвинив ее в неверности, а его в незаконной прелюбодейной связи. Дежавю. Сценарий истории как будто скопирован из первого дела Куратова. Только сейчас он выступает не в роли следователя, а является ответчиком. Дело ведет судья Евгений Гривенец. Судьба их еще сведет. Степан Чукреев устроил слежку за домом, где проживала жена. И ждал, когда же там появится Куратов. И тот появился. Чукреев, вызвав полицейских, ворвался в дом, обвинил супругу и Куратова в преступной связи, оскорблял их. Происходящее Куратов подробно опишет докладной губернатору. Грамотно и обоснованно, как юрист. И живописно, как талантливый писатель. Эта история произойдет 30 апреля 1972 года. А окончательно дело о клевете Чукреева на Куратова будет рассмотрено только в сентябре. Суд вынесет приговор в пользу Куратова, а Степана Чукреева арестует на 1 год и месяц. Надежда же родит сына Михаила. Но ребенок Куратова проживет недолго. Умрет в 5-месячном возрасте. В 1974-м, вскоре после освобождения, умер и муж Надежды Степан. Иван Куратов через какое-то время переезжает в дом Чукреевых на правах квартиранта. Наверняка этот поступок рождал пересуду, но влюбленным было не до них. Восхищался ли здешней природой Иван Куратов? Посвящал ли стихи заснеженным вершинам Тянь-Шанских гор?
По крайней мере, до нас они не дошли. А может, потому что он скучал по своей родине, по далекому Коми-краю, и именно ему посвящал свою лирику. Действительно, Туркестан и казахская жизнь никак не отразились в его творчестве. Он не писал о кочевниках и не описывал казахские степи. В его стихах мотивы далекой родины и мысли о своем народе, с которым поэта отделяют несколько тысяч верст. То, что там написано, это очень высокая поэзия, очень хорошая поэзия. И записки слепого, эти стихи о родине, о жизни, ой, олом-олом. Это все замечательные образцы философской лирики. И он занимался в Туркестане переводом Евангелия от Луки на коми язык, причем с языка оригинала, с древнегреческого языка. Кроме всего прочего, он еще и составлял грамматику коми языка. И то, что грамматика не дошла до нас, это только его болезнь помешала. Он уже договорился с типографией алматинской, вернинской, чтобы это было издано. При строительстве Верного не учли сейсмических особенностей здешних мест. В 1887 году в Верном было 10-бальное землетрясение. Почти все кирпичные здания были разрушены. Возможно, рукописи Куратова остались под завалами типографии. На востоке от Верного находится Китай, на юге Киргизия, а западнее Узбекистан. Сегодня попасть в эти места не стоит труда. Можно по автомобильной дороге, либо же воздушным сообщением. А вот в середине 19 века туда можно было поехать только гужевым транспортом. Через горы по ущельям и степям. Дорога была нелегкой и занимала по несколько дней, а иногда и недели. Особенно трудно было зимой. Ведь зимой в горах очень холодно. И эти поездки не могли не сказаться на здоровье путника. Одна из поездок в китайскую Кульджу серьезно подорвала здоровье Куратова. Куратов подхватил малярию. Про отдых речи не было. Работы много. Поручают Куратову расследование весьма запутанных дел. Одно из последних дел Ивана Куратова тянет на детектив с интересным сюжетом. Основные действующие лица – барон Евгений Гривенец, его коллега, судья, сын петербургского сенатора и штаб-капитан Эман. Последнему было поручено перевести казенные деньги из одного города в другой. Но Эман решил, что деньги ему нужнее, и инсценировал нападение. Расследовал это дело как раз барон Гривенец, тот самый, который 3 года назад вел дело о любовных похождениях Куратова. По делу Эмана были арестованы киргизы и калмыки, которые вину признали. Деньги, правда, так и не нашлись. Зато Эман сорил ими направо и налево. А еще вскоре стало известно, что судья Гривенец к арестованным применял пытки. Одному из аудиторов удалось доказать невиновность арестованных, но его отстранили от дела и обвинили в злоупотреблениях. Дело перепоручают коллежскому секретарю Ивану Куратову. Куратов не только доказал правильность расследования своего предыдущего коллеги, но еще и написал рапорт об отстранении барона от должности судьи. Доказательства, собранные Куратовым, не вызывали никаких сомнений. По закону барона ждало суровое наказание – каторга и лишение всех званий. Новость взбудоражила общественность и дошла до двора. Капитан Эман застрелился. Гривенец же пишет рапорт и обвиняет Куратова в предвзятости следствия. Даже сам Куратов пишет в своих записках о том, что приход имперского всего аппарата на окраины России, с одной стороны, это благо, потому что как-то усмиряются распри родов, но с другой стороны, вот этот весь аппарат с его казнократством приходит и сюда. Конечно, Куратов с его чувством обостренным справедливости доводит это дело до конца. Следствие дела Гривенеца оказалось очень трудным и отразилось на здоровье Куратова. В начале 1875 года Колпаковский вызывает Куратова в Ташкент с докладом. Куратов, будучи больным, едет 800 верст курьером. Это значит без отдыха и сна. В январе в степях жуткие холода и ветра. По последнему делу Гривенеца в Верном в Алмате только 1 том, а в Ташкенте, в туркестанском этом главном архиве, там 9 томов. Это тоже творчество Куратова.
Он писал тоже там с долей юмора, чего, например, тот же самый Гривенец не выносил. Жаловался, что издевается над ним, употребляет какие-то разные слова, которые он не понимает. Так или иначе, в деле сына сенатора не обошлось без вмешательства высокопоставленных родственников. Евгения Гривенеца переводят в Ташкент. И чем закончится его дело, Куратов так и не узнает. Болезнь окончательно подкосит его. 26 октября Куратов слег в постель и уже не выходил из дому. 17 ноября днем из горла пошла кровь. И, как назло, в станице не нашлось врача. В ночь на 18 ноября 1875 года Куратов умрет от чахотки на руках казачки Надежды Чукреевой. Ему было всего 37 лет. Место захоронения Ивана Куратова неизвестно. Скорее всего, оно было на городском кладбище, которого сейчас уже нет. Наследие Ивана Куратова – это 7 килограммов рукописей. Это его стихотворения, лингвистические работы и критические заметки. Свои произведения он тщательно хранил, переписывал и водил с собой. Сегодня его подлинники, а также фотокопии некоторых документов можно увидеть в Национальном архиве Республики Коми. Когда документы фонда Куратова поступили в архив, фонд был сразу передан на секретное хранение. И почти 20 лет документы не были доступны для широкого круга исследователей. И только в 1958 году доступ к рукописям Куратова получили наши филологи и куратоведы. Куратов был царским чиновником, то есть мало ли что там мог написать, тем более, что он не только писал стихи, он ведь делал и записи на различные общественные темы, политические темы, философские темы. То есть пока с фондом не разобрались полностью в системе НКВД, поэтому, наверное, фонд и был на секретном хранении. Он искал себе собеседника. И эта тема есть в стихотворении «Шилан Миям Шилан», в котором он пишет, что священничеству коми-песня, коми-язык не нужны, потому что литургия идет на другом языке. Крестьянин задавлен своими заботами, и пока ему тоже стихи на коми-языке не нужны. Но здесь же он ведь и пишет о том, что вырастает коми-интеллигенция. Есть люди, которые будут писать и читать на коми-языке. И потом у него есть совершенно замечательное высказывание о коми-языке. Нам нет дела до того, каким будет этот язык завтра, и будет ли он язык завтра. Сегодня мы должны на нем говорить. Сегодня он для нас важен. Человек на таком расстоянии от родного края занимается родным языком, пестует его, создает его основы. Людям, живущим на родной земле, просто сам Бог велел это подхватить и сохранять свой язык. Вернуться на родину Ивану Куратову удалось только после смерти. Его сослуживцы отправили рукописи в Петербург племяннику Николаю, чье обучение в университете оплачивал Иван Куратов. Николай, в свою очередь, рукописи передал своим родителям. Хранил их потом тоже племянник, священник Визинской церкви Степан Афанасьевич. Зятем Степана Куратова стал молодой ученый Алексей Сидоров. Ему, как родственнику, показали пока еще никому неизвестные рукописи. Кажется, случай, воля судьбы. Но именно этот случай открыл общественности поэта Ивана Куратова. Если бы он писал по-русски, он бы все равно в золотом веке русской литературы, он бы не потерялся. Он бы остался фигурой, значимой для русской литературы. Куратов – это не только коми-поэт, это русский поэт, который пишет на коми-языке. У нас литература появилась плоть от плоти с золотого века русской литературы. И она сразу родилась большой литературой. Не было периода взросления у этой литературы. Куратов все-таки это глыба. В 80-х годах 20 века в Алма-Ате узнали о Куратове-поэте. Тогда в литературном журнале вышла статья об основоположнике коми-литературы. Его написал бывший инженер, краевед Николай Ивлев, нашедший случайно в архивах заметки о Куратове. Комиков метода иджитор ошуна тодаме исио оз и сорна уна тайо кыв мемдона небыт мича гора вунодас ен мыжас кодр сион кора. На окраине Алма-Аты, недалеко от улицы Куратова, стоит гимназия имени Пушкина.
Его ученики и учителя взяли шефство над мемориальной доской с именем Куратова. Здесь, во дворе, в одноэтажном доме, жил и умер Иван Куратов. Сегодня мы не представляем коми-литературу без Ивана Куратова. Хотя при жизни он не издавал свои стихи, и о нем, как о поэте, никто не знал. Но ему удалось стать основоположником коми-литературы. В советское время Куратова интерпретировали как борца с самодержавием, бунтаря, вдохновленного революционными идеями. Для современного же читателя Куратов – философ, размышляющий о судьбе своего народа и родного языка. Для кого писал Иван Куратов? Для своих современников или для нас, будущего поколения? Ведь, как и в XIX веке, его стихи и сегодня звучат актуально. И точка в изучении наследия Ивана Куратова еще не поставлена. Слов великих, громких мой язык не знает. Знаю я, он скромен, много не болтает. У сестры и брата речь его живая, и на нем родные счастья мне желают. Я ребенком в люльке слышал говор милый, не забыть мне это до своей могилы. Я любил всем сердцем свой язык чудесный, и на нем я первый пел негромко песни. Но другие громче запоют за мною и услышат коми близкое родное.